Не можем мы спать и дышать нормально, особенно ночью. Мансур Фахрудинов живет в селе Каенлы и утверждает, такого никогда не было. С весны пахнет навозом и гарью на всю деревню. Вопрос, который нас очень волнует, это запах, который идет от территории фермы. Раньше такой запаха не было. А сейчас вообще невозможно открывать. Вот я живу в трехэтажке, невозможно. А эти, вот они ближе дома, а мы еще далеко. Все равно вот ночью невозможно открывать. Днем зловонный запах ветром уносит в сторону и появляется возможность прогуляться по селу. С наступлением вечера все меняется. Такое впечатление, что они там какие-то манипуляции, какие-то операции начинают. Или переработку, или добавки какие-то добавляют в корм. Вот это непонятно. Где-то к утру, может, часа в 2-3 уже практически можно открывать окна. Инстанции знают об этом, но никто ничего не делает. Ферма находится в непосредственной близости от жилых домов. Раньше здесь был колхоз, потом его передали инвестору Бяхетле Агро. Теперь работает предприятие Орсис Агро. Раньше на этой территории была свалка с отходами жизнедеятельности животных. Примерно 5 лет сюда уже ничего не вывозят. Проблема началась в мае этого года, когда местность начала тлеть. Со слов людей, территория пылала около 2 месяцев. Очаги возгорания было сложно потушить из-за жижи, которая образовалась на месте бывшей свалки. Пожарным приходилось работать по колено в нечистотах, рассказывает глава поселения. На сегодняшний день по договоренности с Орсисагро ведется работа по вывозу сгоревшего материала. Да. Местами до 1,5 метра доходило. Вот местами здесь полметра, вот здесь, допустим. Местами. А площадь какая? Площадь, сколько вам сказать, гектар, наверное, примерно. На жалобу жителей отреагировали экологи. Они прибыли на место и отобрали пробы воздуха. Установлено, что был допущен сброс навоза от крупнорогатого скота со стороны фермы ООО «Орсис Агро». Навоз перепрел, что привело к возгоранию. По результатам анализов превышение не выявлено. Все материалы специалисты передали в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора. Они выдали предостережение руководителю предприятия, что намерены в компании сделать для устранения проблемы. Мы направили официальный запрос руководству Орсис Агро. Готовы выслушать их позицию. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамский район.